В эфире итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях среды 20 октября вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Между Якутском и Нижним Бестяхом начали движение суда на воздушных подушках. При этом продолжают курсировать и паромы. Какой способ переправиться на другой берег выбрать? В Якутии заработала система QR-кодов, пока только на объектах культуры, куда теперь не попасть без предоставления 3 главных документов. В Нерюнгринском медколледже стартовал отборочный этап 10-го чемпионата «Молодые профессионалы». Расскажем об особенностях юбилейных соревнований. Странствующий контрабас. Уникальный концерт в исполнении приглашенного гостя из Санкт-Петербурга проходит в эти минуты в Якутске. Нам удалось пообщаться с музыкантами до начала выступления. Якутский кинематограф вновь заявил о себе миру. Киноальманах о жизни в деревне под названием «Ид» заинтересовал большое жюри. О фестивале в Варшаве и производстве картины. Подробнее. Глава Якутии Айсен Николаев выступил на заседании Президиума Госсовета под председательством Владимира Путина. Тема – разработка новой транспортной стратегии России до 2030 года. Айсен Николаев напомнил, что все 3 федеральные автодороги Якутии – Лена, Колыма и Вилюй – не могут функционировать 5 месяцев из-за отсутствия мостовых переходов через Лену, Вилюй и Алдан. В связи с этим важно, что стратегия ставит целью обеспечения транспортной связанности страны, и не менее важно обеспечить ее прежде всего на федеральных автодорогах. Вторая тема, которой коснулся Айсен Николаев – развитие малой авиации. По мнению главы Якутии, малая авиация особенно важна для доступности приполярных территорий. В связи с этим необходимо наращивать парк малой авиации, в частности, самолетов Ан-2 и Ан-24. Стратегия, посвященная развитию транспорта в нашей стране, она сделана по-новому, она сделана исходя именно из потребностей людей. И, конечно же, появились очень много новых таких факторов, таких как, например, единая опорная транспортная система страны, подходы к развитию Северного морского пути, аэропортовой инфраструктуры. И везде, в принципе, понятно, что эти изменения будут касаться в том числе и территории нашей республики. К сожалению, у нас есть и проблемы по авиакомпании Якутии. О них Денис Валентинович абсолютно справедливо сказал. Уверен, что новое руководство авиакомпании Якутия, которое будет назначено в ближайшее время, сможет решить и те задачи, которые были озвучены и министром промышленности и торговли страны, но и в целом вывести авиакомпанию Якутия из того кризиса, в который она попала в течение последних 10 лет. Якутия вошла в список регионов, в котором дополнительно выделена субсидия с федерального бюджета. Деньги пойдут на ежемесячные выплаты за рождение 3-го или последующего ребенка до достижения им 3-летнего возраста. Данная ежемесячная выплата, напомним, составляет 18 559 рублей. В 12 северных районах Якутии численность населения сократилась почти на 6%. Предварительные данные об этом получены в ходе переписи населения в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона. В остальных районах республики основной этап переписи стартовал и завершится 14 ноября. Принять участие в переписи и предоставить данные о себе можно лично, ответив на вопросы переписчика или посетив стационарный участок, в том числе в МФЦ, либо электронно на портале госуслуг. Предварительные итоги подведут в апреле, окончательные результаты Росстат опубликуют в 4-м квартале следующего года. В межсезонье между Якутском и Нижним Бестяхом традиционно курсируют суда на воздушных подушках. Также, пока не встанет лед на реке Лени, связь между 2 берегами продолжат держать паромы. В какую сумму обойдется поездка на Хивусе, знает Дмитрий Темыров. Суда на воздушных подушках Ленотранса начали в этом году курсировать из 203-го микрорайона. Здесь под жилкомплексом «Парус» поставили будку. Это для удобства горожан. Зал ожидания для пассажиров. Сегодня между столицей региона и Нижним Бестяхом курсируют 6 хивусов. С 7 часов, часов до 6. А ездите туда-сюда по наполняемости или как? По наполняемости. На сегодня сколько стоит тариф? 1000 рублей. И вот сейчас в межсезонье вообще спрос есть или нет? Или сейчас как-то так? Спрос есть. Людей много ездит.
А вот частники традиционно расположились в акватории городского пляжа. Здесь по данному маршруту курсирует более 10 судов. Стоимость проезда, как и у Ленатранса, у них 1000 рублей. По их словам, цены у них вырастут уже со следующей недели. Сколько это будет, от комментариев отказались. Между тем, по маршруту Якутск из местности Даркалах до Нижнего Бестяха до образования ледовой корки будут ездить и паромы. Как отметили в региональном министерстве транспорта, они будут осуществлять свою деятельность до конца этого месяца. Всего привлечено 12 единиц паромов. Работает по наполнению. Предварительно у нас, исходя из сложившейся гидрологической обстановки и прогноза погоды, у нас принято решение, что переправа будет работать до 22 числа и дальше ежедневно будет корректироваться, исходя из погодных условий. Ну а в эти дни из речного порта Якутска последние рейсы совершает теплоход «Рукавишников». Уже в последующие дни, чтобы добраться до Нижнего Бестяха, жителям и гостям столицы придется воспользоваться только услугами хибусов, то есть судами на воздушной подушке. Они будут совершать рейсы до открытия автозимников. Дмитрий Тымыров, Павел Никифоров, Артем Алексеев, Георгий Григорьев, Якутск. Елена Борисова освобождена от должности министра здравоохранения Республики Саха-Якутия в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил глава региона Исай Николаев в своем телеграм-канале. Елена Фраимовна прошла практически через все звенья медицины, начинала свой трудовой путь с работы санитаром в первой республиканской больнице. Министром здравоохранения была назначена в 2018 году. Должность министра совпала с тяжелым периодом пандемии, и Елена Борисова показала себя как настоящий профессионал своего дела. Исполнять обязанности министра здравоохранения Якутии назначена Лена Афанасьева, врач-онколог с 25-летним стажем. Главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера. Об этом также сообщил глава республики Исай Николаев. Под руководством Лены Афанасьевой онкодиспансер переехал в новое приспособленное помещение, благодаря чему удалось увеличить число операционных. Проведена работа по модернизации оперблоков и лабораторной службы. Закуплено современное оборудование. Далее к эпидобстановке. Еще 276 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщила замруководителя оперштаба региона Ольга Балабкина. Так, в столице республики 137 заболевших. Высокое количество больных продолжает сохраняться в Мегино-Кангаласском районе, в Намском и Мирнинском районах по 11 случаев, в Аймеконском 10, в Алданском и Чурапчинском по 9, 8 в Нерюнгринском, 7 в Тампонском, в Амгинском и Татинском улусах по 6. Еще в 15 районах Якутии фиксируют от 2 до 5 случаев заражения. Ольга Балабкина напомнила, что с сегодняшнего дня посещение учреждений культуры возможно только при наличии QR-кода. С сегодняшнего дня ряд учреждений культуры республики, через некоторое время и спорта, будут осуществлять проход через соответствующую пропускную систему, называемую QR-код. Необходимо обратить внимание, что право захода в такие учреждения имеют те лица, которые прошли вакцинацию и имеют этот QR-код, либо же непосредственно лица, переболевшие, также имеющие QR-код. Посещение культурных учреждений детьми, самостоятельно находящимся на карантине, в зависимости от классов, не допускается. Дети посещают культурные учреждения совместно с родителями, если их классы или школы не переведены на дистанционное образование. В регионе заработала система QR-кодов пока только на объектах культуры. Поэтапно до 1 ноября к QR-системе подключат и другие учреждения с массовым посещением людей. Куда теперь не попасть без предоставления 3 главных документов, узнавала Ульяна Шагина. Мне, пожалуйста, один билет. Здравствуйте, предъявите, пожалуйста, ваш QR-код. Теперь в кинотеатр за билетами только при наличии личного QR-кода. Кассир за стеклом проверяет наличие документа. Вместе с ним для подтверждения личности паспорт гражданина. Сегодня первый день обслуживания по QR-кодам. У многих зрителей уже есть и QR-коды, и получившие вакцину. Ну, люди вообще как отнеслись? Люди к этому отнеслись спокойно, потому что понимают, что это все делают для людей. Давайте посмотрим.
В Национальной библиотеке республики для считывания QR-кодов читатели установили специальное устройство. Оно считывает штрих-код о вакцинации как с телефона, так и с обычной бумажки. За снижение количества посетителей здесь не переживают. За время пандемии хорошо освоили дистанционную работу. Национальная библиотека за это время достаточно сильно усовершенствовала свою электронную библиотеку. Мы можем обслуживать читателей полностью, пользуясь этим сервисом. У нас есть колл-центр, куда могут наши читатели обратиться. И у нас есть возможность осуществлять доставку книг на дом, используя наш библиомобиль. Помимо сертификата вакцинации можно показать справку о перенесенном ковиде. Оба документа должны быть с QR-кодом, подтвержденным на портале госуслуг. Документы можно носить как на электронных, так и на бумажных носителях. Помимо этого, для подтверждения личности нужно носить с собой паспорт, либо любой другой документ с фотографией. К внедрению QR-системы готовятся и спортивные объекты. С 25 октября родители с детьми без подтвержденного штрих-кода на тренировки не пройдут. Некоторым это не нравится, но к новым реалиям придется привыкать. У меня медотвод, поэтому как я буду без QR-кода ходить? А получить медотвод тоже там свои должны быть какие-то показания определенные. Мне вот, например, некогда пока что ходить. Детские спортучреждения к ограничениям привыкли. Они готовы к любым нововведениям, лишь бы снова на долгое время не уйти на удаленку. Да и понимают, что работа с детьми требует особых мер предосторожности. Сейчас у нас проходят контрольные игры среди наших спортсменов ограниченными командами. За вместо 22 человек в составах участвует по 11 человек с каждой стороны. Ну и, соответственно, выдаем списки ограничения зрителей. У нас присутствует не больше 50 человек, родителей, которые могут следить за играми одновременно, да. Соответственно, выдерживают дистанцию и одевают маски. Третий этап внедрения QR-кодов начнется с 1 ноября и коснется уже учреждений общественного питания, ресторанов, кафе, столовых и банкетных залов. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. QR-коды сегодняшнего дня введены и в Ленском районе. Первыми новое правило опробовали учреждения культуры. Теперь библиотеки города и района можно посещать только при предъявлении QR-кода. Сотрудники культуры столкнулись с некоторой проблемой. Они оказались неподготовлены к нововведениям с технической стороны. Но это вопрос времени, считает директор. В связи с пандемией появились и новые услуги для книголюбов. Теперь они могут получить книги с доставкой на дом. Такая практика введена в прошлом году для пожилых и временно немобильных граждан. Читатель может подать заявку по телефону, в сообщении по мессенджеру WhatsApp или через директ в Инстаграме. Мы будем обращаться к учредителю для того, чтобы выделили средства на приобретение необходимой техники и распределим ее по всем библиотекам. Но с сегодняшнего дня действительно мы будем обслуживать наших пользователей в стенах библиотеки при предъявлении сертификата о вакцинации, подтвержденного QR-кодом, полученного на сайте госуслуг. Год назад мы начали акцию «Книга на дом». Она достаточно успешно у нас идет по всему району, но сейчас мы понимаем, что количество читателей, которых мы будем посещать на дому, оно у нас увеличится. В принципе, к этому мы готовы. Контроль за соблюдением санитарных мер усилен в торговых центрах в связи с ухудшением эпидобстановки, сообщили в Минпреде. Во всех ТЦ Якутска у входа расположены посты из сотрудников, которые проверяют температуру, контролируют соблюдение масочного режима. Отмечается, что на местах имеются запасы дезинфицирующих средств, установлены рециркуляторы, бесконтактные антисептики для обработки рук. Более 19 тысяч якутян прошли ревакцинацию от коронавируса в республике. Ранее первую вакцину получили 370 тысяч человек. Из них 70 тысяч лица старше 60 лет. Мы решили узнать у жителей региона, как они относятся к вакцине и насколько активно идут за прививкой. Вакцинироваться надо, потому что мы должны думать о своих детях, о своем будущем. Вакцинация, конечно, обязательно. Я, конечно, вакцинирован. Гамковид-2 получил на прошлой неделе второй компонент и нормально себя чувствую, все в порядке, все хорошо, все нормально. Надо защищать себя. Вторую жду прививку. Вынужденно сделал, потому что без этого на работу не берут. Но я бы сначала был против, конечно. Нормально себя чувствую, не знаю. Наверное, надо делать вакцинацию все-таки, я так думаю. Я считаю, надо. Я сама переболела в июле месяце. Потому что на дачу ездила каждый день, утром, вечер. Не мудрено было заразиться. А маски надо носить обязательно.
А через полгода я должна, поэтому время еще есть. Обязательно буду. И внучки наказываю, и родственникам, ради бога, идите, вакцинируйтесь. К другим темам. В Нерюнгринском медицинском колледже стартовал отборочный этап 10-го открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия. Соревнования направлены на повышение престижа рабочей профессии и качества профобразования. Екатерина Павлова подробнее. Участниками отборочного этапа регионального чемпионата сегодня стали 20 человек. 14 из них в категории «Молодые профессионалы». 7 студентов участвуют в компетенции «Медицинский и социальный уход», другие 7 в компетенции «Лечебная деятельность». Нас обучали, полностью показывали все манипуляции. То есть было легко с поддержкой. Сейчас, думаю, тоже сможем справиться. Доступным языком нам все объясняли. Я это поняла, в принципе, за один день. Все запомнила, нам все понятно объясняли. Дома я прорабатывала это, чтобы больше мне запомнилось. Также среди участников 6 юниоров в компетенции «Медицинский и социальный уход». Это школьники, которые получают дополнительное образование здесь, в Нерюнгринском медколледже, в профильном медицинском классе. У нас еще должна была быть компетенция навыки мудрых. Да? Это люди 50+. Но и из-за загруженности, в плане пандемической ситуации, просто люди не смогли поучаствовать. Сегодня конкурсанты должны продемонстрировать свои знания, практические навыки и компетенции, освоенные в процессе обучения. Модули чемпионата отражают оценку функционального состояния пациента. Большое внимание уделяется обучению пациента и контролю его состояния здоровья. Сначала мы заходим, представляемся, потом спрашиваем пациента все его жалобы, и дальше температура, давление, все это. И обучаем ролатору, это для людей, которым трудно ходить, и турбухайлеру, это для людей, у которых астма. Результаты отборочного этапа чемпионата станут известны в пятницу, 22 числа. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. В Алдании тоже стартовал отборочный этап чемпионата WorldSkills Россия. Профессиональная олимпиада пройдет по 4 компетенциям. А открыли соревнования школьники. В рамках основного состоялся юниорский чемпионат по компетенции лабораторный и химический анализ. Старшеклассникам предстояло выполнить задания по 2 модулям: калибровка мерной посуды и титрование. В этом году отборочный этап чемпионата массовый. В соревнованиях участвуют 7 человек из 4 школ района. Знания и навыки ребят оценивают эксперты, преподаватели Алданского политехникума, педагоги школ и сотрудники предприятий. Победитель будет один, он выйдет на региональный этап чемпионата WorldSkills Junior. Впрочем, по мнению организаторов и экспертов, ценность соревнований не только в победе. Это опыт именно. На следующий год, допустим, некоторые из этих юниоров, которые сейчас присутствуют, они могут уже на следующий год участвовать, скажем так сказать, с более эффективной отдачей. Уникальный концерт в исполнении приглашенного гостя из Санкт-Петербурга Михаила Дзюдзе с участием якутских артистов и Государственного симфонического оркестра в эти минуты проходит в Русском драматическом театре. До начала мероприятия с артистами встретился наш корреспондент. Уникальность этого концерта заключается в том, что здесь посетители услышат в оригинальном звучании музыкальный инструмент контрабас балалайки. Специально для этого в Якутск приглашен гость из культурной столицы России Санкт-Петербурга. Михаил Дзюдзе изначально было академическое образование, он наш гость, и он закончил консерваторию как контрабасист. Очень много лет сотрудничал с таким коллективом, как «Терем-квартет», где играют музыканты экстра-класса и играют просто блестяще. И вот сегодня мы услышим замечательного музыканта с очень интересной и необычной программой. А программа называется «Странствующий контрабас». По словам Михаила Дзюдзе, специально для этого концерта и для этого инструмента были написаны отдельные композиции, которые будут представлены для зрителей. В сегодняшнем концерте будут звучать оригинальные произведения, написанные для этого инструмента, и композиторские произведения. В частности, будет звучать замечательный фильм-концерт, симфоническая картина, которая написана нашим петербургским композитором Евгением Петровым. Именно специально для этого инструмента с большим симфоническим оркестром будет звучать серената. Тоже произведение написано Петровым и тоже написано специально для 2
уже контрабасов для симфонического и народного. Услышать вновь оригинальное звучание этого уникального музыкального инструмента получится лишь уже в других городах нашей страны. Артисты после поедут на гастроли в центральные города России. Будут выступления в Петербурге, в Москве, в Казани. В Казани будет очень хороший концерт с Александром Сладковским и большим симфоническим оркестром Татарстана. В первом отделении мы поделим этот концерт с замечательным музыкантом Юрием Абраевичем Башметом, во втором буду я. Вот. В Петербурге будет камерное выступление 14 ноября и 27 января уже в следующем году. И вот что нам сообщила Елена Ким-Татаринова о значимости этого концерта и уникальности этого инструмента. Очень необычный концерт, потому что зрители услышат необычный инструмент. Это контрабас-балалайка. Для нас, для всех балалайка ассоциируется с чем-то вроде матрешек, кокошников. Вот. То есть такой простой очень инструмент, который обычно используется в народных оркестрах. А это не просто балалайка, это контрабас-балалайка. То есть вообще не существует ни одного музыканта, который бы играл на таком инструменте сольные программы. Все это, конечно, проходит с соблюдением всех мер безопасности. Все посетители проходят в театр только при наличии QR-кода, а в зале рассадка идет с учетом социальной дистанции. Так что коронавирус – это не повод сидеть дома, получайте прививки, показывайте код и смело посещайте культурные мероприятия столицы. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Якутский киноальманах «Фильм «Ит» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова получил награду 37-го Варшавского международного кинофестиваля, одного из самых престижных в мире. О том, как якутский кинематограф вновь заявил о себе миру, об очередной ленте прорыве в материале Айсана Бурнашовой. Special jury award goes to It by Dmitry Davidov and Stepan Burnashov from Russia. Спецприз фестиваля за чистый кинематографический взгляд. Из числа 15 фильмов основного конкурса «Ит» стал одним из лучших. Киноальманах рассказывает о деревенской жизни. Трагичные и забавные истории, добрососедские и не очень отношения. Всего 7 рассказов, объединенных в одну киноленту. В польской столице «Ит» произвел настоящий фурор. 4 дня показов и 4 дня полных залов. Мы специально шили костюмы к этому фестивалю. И мы пришли на открытие, нас заметили, фотографировали, с нами общались. И мы, самое главное, заявили себя, что мы действительно из Якутии. Большой интерес, вот, наверное, благодаря этому, то, что фильм вызвал ажиотаж. А кто это? Амонимичный заголовок «Собака» или «Стреляй» в переводе с якутского также заинтриговал европейцев под емким названием «Глубокий смысл». Не лги, не убей, не укради, оставайся человеком всегда и везде. Режиссеры фильма целились в самое сердце и не промахнулись. В Варшаве вместе со спецпризом лента также получила высокое упоминание от жюри «Нетпак», оценивающего азиатские фильмы. То, что надо думать о других, более как-то жертвовать своими интересами, как-то стараться саморазвиваться. Ну, какие-то вот такие понятия, ценности, которые понятны всем. По названию сложно судить вообще, о чем фильм. Вот. А название мы придумали все-таки быстро, там за один день. Относительно быстро прошло и производство фильма. 3 дня на сценарий, 2 недели на съемки, год на постпродакшн. Феноменальное якутское кино вновь удивило мир. Уже 21 октября, отмеченный Варшавским кинофестивалем «Ит», увидит и якутский зритель. А 2 декабря стартуют показы в российских онлайн-кинотеатрах. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Варшава. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Берегите себя. Всего доброго и до свидания.